Здравствуйте, уважаемые телезрители, любители спорта, в частности бокса. Национальная вещательная компания «Саха» начинает прямую трансляцию второго соревновательного дня чемпионата России по боксу, который у нас идет в Центре спортивной подготовки «Триумф». Сегодня нас ждет в утренней программе очень интересные состязания в весовых категориях до 52 и 56 килограммов. За происходящим на двух рингах «Триумфа» будем наблюдать мы, Власий Сергеев, и мастер спорта Советского Союза, заслуженный тренер республики Александр Афанасьевич Теосытов. Ну что ж, сейчас, как и вчера, да, мы вчера тоже анонсировали, сегодня происходящее, все будет происходить ровно так же, как и вчера, в рамках утренней программы с 12 до 15:00 на двух рингах будут проходить предварительные поединки в весовых категориях 52-56 килограммов, а в вечерней программе нас ждут выступления боксеров в весовых категориях до 60, 64 и 69 килограммов. Ну и сейчас мы обратим внимание на ринг «Б», где выступит представитель сборной команды Якутии Михаил Парников. Он у нас в синем углу. И против него выступит Бахтавар Назиров, представитель Ханты-Мансийского автономного округа. Ну что ж, все готово для начала этого поединка. Поехали. Вот в синей форме вышел наш боксер, мастер спорта Михаил Парников, выпускник училища Олимпийского резерва. Но он тоже сначала он не был включен в основную команду, потом в результате недоезда, ну и он хорошо готов сейчас, его тоже решили включить в команду, и он сейчас вышел оспаривать звание победителя. Ну и стоит отметить то, что у Михаила очень серьезный соперник. Бахтавар является мастером спорта международного класса, двукратный чемпион России, чемпион европейских игр в Баку. Очень такой серьезный соперник, надо сказать. 94-го года рождения Бахтавар. Посмотрим, как у нас будут развиваться события в первом поединке утренней программы второго соревновательного дня чемпионата России по боксу. Ну, Миша Парников неплохо начал. Справа он попал в своего соперника. Он сейчас готовит. Вот тоже какой хороший левый боковой прошел, да? Справа короткий удар, из левой сбоку у него прошел. Вот он смело боксирует с именитым соперником. Ну, он тоже опытный боксер. Ну, Михаил Парников добивался на всероссийских первенствах России среди юношей и юниоров. Призером становился в свое время. Вот. Сейчас вот бой пока идет в таком невысоком, особенно в темпе. Боксеры присматриваются друг к другу. Вот, будем болеть за нашего. Вот он хорошо сейчас пока держится, не спешит и на дистанции прямыми ударами достает. В всяком случае, вот тоже это неплохо. Вот сейчас надо работать. Мише, вот, не надо пускать руки. О, нет, надо бить надо почаще. Инициативу завоевать против именитого соперника будет очень трудно. Видим, что Михаил работает в левосторонней стойке. Да, он левша, по-простому говоря, или правосторонней стойке называется в боксе. Обычно стойка левосторонняя, а левша, значит, правосторонняя. Вот, хорошо. Сейчас молодцом. Сразу два удара прошли, но Бахтавар тут же отвечает. Бахтавар отвечает, он ждет. Тоже подкрадывается ему, привыкает к его действиям. Опытный есть опытный боксер. Но надо все время активно работать, чтобы добиться победы над ним. Завершается первый раунд. Ну что мы можем сказать, да, по увиденному попадали-то оба боксера, да? Да, оба попадали. Вот судьи, конечно, правильно будут посчитывать, кого какие правильные удары. Боксом занимается 15 лет. Сейчас вот повторе посмотрим. Вот справа попал сейчас Бахтавар.
Бахтавар. Представляет Ханты-Мансийский автономный округ. Вот Южный. хороший левый боковой. Достиг Он цели. является двукратным чемпионом России, чемпионом Европейских Олимпийских игр в Баку. Ну, интересный первый раунд получился. Да, Чемпион вот видишь, как 3 России удара все этого прошли. года. Вот так, если продолжать, а вот уже Бахтавар Назиров тренируется можно под поспорить руководством Рустама Умарова, за звание Владимира победителя. Чечерина, Рамис Гадиева. Первый тренер Владимир Чечерин. ему помогают Секунданты мастера за- спорта Андрей Слепцов и Второй раунд. старший тренер училища Олимпийского резерва Владимир Павлов. Ну что ж, второй раунд. Второй раунд тоже так же начинается без всяких разведок. Вот кто успеет, тот и должен нанести на опережение удары. Вот хорошо. Хорошая серия в Миша, исполнении да, Михаила. Он попал в команду, может, не попал, но он, чтобы боксер прошел неплохую подготовку, обучаясь в училище Олимпийского резерва. Вот это в малых весовых категориях еще в 70-х годах было организовано спорткомитетом Российской Федерации опорный пункт по подготовке резерва сборной команды СССР. Тогда было Советского Союза. И вот там были прибавлены эти штаты дополнительные. Давайте вернемся к бою. Боксер 97-го Вот. года рождения. Идет Боксом вперед. занимается 4 года. Активнее Мастер начал спорта действовать России. Назиров Провел Бахтавар. 56 боев, 48 Мастер спорта поединков, международного одержал класса. победу. Ну, конечно, Является опытный боксер, двукратным чемпионом но Центрального мы должны федерального ему округа. отпор хороший дать. Ну, сейчас Участник пока чемпионата России 2017 года. Тренируется под руководством опыт. Вот, Евгения хорошо. Сейчас Сыченко, почаще надо первый тренер Иван контратаковать Аспидов. поактивнее еще. Собравшаяся публика активно поддерживает, да, Михаила. Поддерживает нашего боксера. Каждое вот удачное действие встречает аплодисментами. Вчера хотелось бы отметить то, что в вечерней программе «Триумф» был практически заполнен. Очень много людей присутствовало сейчас. Вот, ну, пусть и не так уж много, но я уверен, то, что по ходу соревнований люди будут подтягиваться к центру спортивной подготовки. Меньше минуты Вот, остается хорошо. боксировать во втором раунде. Попадание надо. Не попадает наш боксер, хотя он хорошо наносит удары, но удары некоторые не доходят до цели. А этот Бахтавар Назиров, он не отпускает. В ближнем, ну, в средней дистанции, все, удары, несколько ударов, все равно он зарабатывает. Подходит без удара. Ну, опыт есть опыт, конечно. Вот, молодец, Миша. Почаще надо встречать. Вот он. Удар пропустил, точный. Ну, нокдаун, это считается одно очко. Точный удар пропустил. Судья, если считает это, ну, может он в любой момент может открыть счет. Ну, очень активно, да, действует Бахтавар во втором раунде. Можно ли сказать о том, что Да. он как-то прочувствовал, да, вот стиль ведения поединка Да, Михаила? Да. Опыт есть опыт. В синем углу Он продолжение ему боя подкрадывался, готовится его как бы Михаил Парников. изучил его действия, маленько Дальневосточного федерального пристрастился округа, и город Якутск. контратакует, Мастер наращивая спорта России. атаки. На Собственно, ринге атаки. провел 140 Ну, давайте боев, посмотрим 100 из них в одержал замедленном победу. повторе, Он что у нас является происходило во втором чемпионом раунде. Дальневосточного федерального округа 2016 года. По корпусу призером хорошо Республики приложился Саха-Якутия. Бахтавар. Тренируется Михаил этом эпизоде. Парников под руководством тренеров Артура Пахомова. Михаилу Андрея нужно Слепцова. сейчас вообще Первый тренер Дмитрий собраться, и Виноградский. последний раунд надо так работать, чтобы не было сомнений судьям. Тогда может он Секунданты одержать за победу. ринг. Это только от него самого все зависит. Да, действительно, третий раунд, конечно же, будет решающим. Он у нас Второй заключительный, и Михаилу надо, да, Третий раунд. смелее, да? Собраться смелее, ну, чтобы у него все получалось. И он все это зацепился за свои преимущества в этом бою. И надо чтобы беспрерывно работать. То все-таки мастер спорта международного класса, опытный спортсмен, и, наверное, кандидат в члены сборной. Вот, хорошо, сейчас ударил, надо добавлять.
разбивать атаку. Ну, хороший прямой получился, Да, только в защиту, да? напрямую хорошо получился. Ну, защита и половину где-то попал через защиту. Ну, надо бить, елки. Вот он очень хитро работает. 2 удара провел и отходит Бахтавар. Ну. Миша среди юношей, он опытный был. Боксировал хорошо на всероссийских первенствах России. Не в турнирах, а... Ну, сейчас вот, видишь, упустил малость. Подготовка у него оставляла желать, видимо, лучшего. И путевку он не завоевал. Вот, хорошо. Он чаще надо бить. Вот, навстречу. Не подпускать. Не подпускать его. Вот так. Вот, хорошо. Вот, не подпускать, стоя, вот, встречать. Ну, вот. Не давать ему работать. Ну, все неплохо. Неплохо ведет Миша. Ой. Не давать ему серию ударов наносить. Вот, хоть клинч. Да, клинч вяжется. Вязаться надо, если ничего не... Правильное решение. Невозможно ничего не делать. Ну, вот прямым и стоя. Вот так, вот, не подпускай. Вот так. Ну, молодец, Миша, вообще. Вот, пропустил пару ударов точных. Ринг А в этом бою. Победу одержал боксер красного подустал, угла. мало, надо Карен собраться и Арутюнян, концовку Кемеровская делать. область. Ну, пока что мы видим то, что Бахтавар, да, активнее и Бахтавар, точнее работает. Ну, он уже нашел свою вот, опять нокдаун посчитали. Но остается Ринг А, Миша, так, второй сейчас бой. достойно довести Рефери этот поединка. поединок. Судья международной категории пока Константин ведет Коноваленко, неплохо. город Канск, Красноярский край. Вот видите, как он подошел и не отпускает. И в этот В ринге момент все время приглашаются боксеры второй странные пары очки он Дмитрий Спивак, набирает. Сергей Чураев. В красном углу ринга Дмитрий Спивак, Вот бить Пензенская область. прямыми. В синем углу ринга Сергей Чураев, Московская Ну и да, область. завершается поединок, последнее мгновение. До Вот. 52 килограммов. Напоследок, да, Бахтавар достал правой рукой. Да, бой, кажется, ушел, но победа. Но он неплохо боксировал. С опытным, титулованным соперником. Да, напомним, что Ветеранов наши показывают. Не каждый день вот приходят, болеют за молодых. Среди них вот артист Ринг Б. Татаринов. В этом бою победу одержал боксер красного угла Назир. ну да, Назиров хороший Бахтавар. поединок провел представитель Ханты-Мансийского автономного округа Бахтавар Назиров. Одержал он победу, вполне логичную, да, оправданную. Включался он в первом раунде, присмотрелся к нашему Михаилу. И со второго раунда уже очень активно стал действовать в атакующих действиях, и за счет чего набрал больше очков, да, результативнее, точнее был. Ринг Б. Вторую И пару сейчас, дорогие друзья, после вот этой пары сейчас на ринг выйдет еще один Роберт Имамов, представитель судья международной нашей категории, команды, город Санкт-Петербург. Игнат Сивцев, встретится с Дамиром Хикматуллиным из Представляем Тюменской боксеров области. А сейчас второй смотрим пары весовой повторы категории 56 килограмм. заключительного раунда. Красный угол Дамир Ну, пару раз, вот Михаил Хикматуллин. здорово встречал, да, вот. Тюменская Не, область. он неплохо боксировал. Да, в третьем Синим раунде углом вот получилось Игнат пару раз Сивцев. вот на встрече Республика поймать Саха. Бахтавара, но этого оказалось мало. Ну вот на ринге вторая пара весовой категории. Наш боксер с синего угла, да? Да, Игнат Сивцев и Хикматуллин Дамир. Дамир, Тюменская область. Вот Игнат Сивцев является воспитанником Хангаласской школы бокса. Тренировался под руководством мастера спорта Вячеслава Устинова. И сейчас тренируется под руководством Андрея Слепцова.
Его соперник Дамир Хикматуллин, представитель Тюменской области, спортсмен 95-го года рождения, является мастером спорта России. Отметим, что он дважды побеждал в чемпионате России среди студентов в 17 и 18 годах. Также является призером мира среди студентов. Тоже очень тяжелый соперник. Боксер красного угла хорошо работает в дистанции прямыми ударами передней рукой. Пару раз очень точно попал нашему боксеру Игнату Сисову. Он спокойно ждет и контратакует точно. Игнату надо как-то менять тактику. Он ждет, как будто бы идет вперед. Без удара идет, а он спокойно. Вот видишь, как передней рукой как ударит, так достает. Да, здорово дотянулся, да, вот снова. Вот, передней рукой все время достает. Хорошо чувствует дистанцию. Да, этому нашему боксеру надо волнообразно как-то сложных атак начинать продолжением атаки. Мне кажется, так, но в бою там, конечно, это трудно. Неудобный соперник. Очень неудобен. Вызывает. И нужный для него момент. Он внезапно достает передней рукой и сильнейшей рукой тоже. Вот видите как. Вот. 2 раза точно попал опять. Ну и по корпусу тоже, да, не забывает работать Дамир. Ну, конечно, это соревнование, как видите, уровень соревнований очень высокий. Чемпионат России. Сюда участвуют боксеры, все, которые получили путевки, лицензии получили на другие федеральные округи и добровольно-спортивные общества российских советов России. Локомотив, там Динамо, Юность России. Победители только попадают. А что? Чемпионат России слабых боксеров не приезжает. Да, конечно, все-таки главный боксерский старт страны, случайных людей здесь не бывает, и уровень конкуренции очень высокий. Ну, мы в этом первом раунде, да, данного поединка увидели вполне хорошую конкуренцию. Под конец, да, Игнат вот попал пару раз очень здорово, но видим, что Дамир действительно очень серьезный и мастеровитый соперник. Очень здорово работает передней рукой, да, вот постоянно держит напряжение. Попадает, главное. Вот, да. Видишь, как оттягивается голова назад даже. Ну и причем он постоянно вот работает левой, но и в нужный момент, да, своевременно правую подключает. Да. Вот на левый обращать надо внимание тренерам, боксерам, работу передней рукой. Ну, левша правой, правша левой рукой. Видите, как сколько он набрал баллов для победы. Ну, Игнат тоже вот в первом раунде хорошо вот боковым достал своего соперника. По нему попасть можно, Игнату стоит менять как-то подход атаки и дальше продолжение атаки. Он как будто подкрадывается, потом остается на месте. Вот тут надо работать возле канатов. Он маневренный очень. Корпусом маневрирует. Не за счет телоножных движений ног, а корпусом оттягивается и качает лево-вправо. Ему очень неудобный противник, соперник. Вот, видите как. Молодец, смело Игнат дерется в этом поединке. Точных попаданий у него как-то не получается. Вот законченности подготовленной атаки. Вот, все мимо, но внешне он старается все. По очкам так пока проигрываем. Ну, во втором раунде, да, что-то вот активно обмениваются атаками боксеры, уже более открытый такой бокс пошел. Вот он не пропускает, он уходит нырками, уклонами и отклонами. Главное, у него отклон какой-то
не очень неудобный, но очень Ринг аккуратно в синем углу ринга уклоняется. готовится к продолжению боя Сергей. Вот, О, как опять, здорово, да? Левой рукой попал. Боксер 88-го года рождения. Вот сейчас с каждым боем, каждым днем класс боксеров будет повышаться, и смотреть будет еще интереснее. Так что всех любителей бокса приглашаем в спорткомплекс «Триумф». Финальные, полуфинальные бои будут с билетами, а так до этого четвертьфинал очень хороший будет. Там бесплатно можно подойти, смотреть, болеть за своих. Да, до 17 числа вход свободный. У нас чемпионат России будет идти каждый день до 17-го. Потом у нас 18 числа день отдыха. И 19-го полуфиналы, 20-го финалы. Ага, финал. Финал особо будет интересно. Там будут определяться первые перчатки страны. Правой достал Игнат. Да. Идет концовка второго раунда. Остается всего лишь 10 секунд. Вот опять он пропускает. Ну вот видите, как боксер этот красного угла чувствует. Нужный момент он всегда наносит удары, когда они друг от друга отходят или сближаются друг к В другу. синем углу Ну, продолжение чувствует боя готовится Игнат. Ну и отвечает, да, сразу же, моментально. Если Игнат попадает, то в ответ тоже обязательно летит. Да. Боксер 97-го года Хороший рождения. поединок проводит На Дамир ринге Хикматуллин. боксом занимается 10 И лет. сейчас третий заключительный раунд Кандидат мастера будет. спорта. На ринге Очень провел надеемся, что 87 Игнат боев, 78 из них одержал победу. сможет, да, перехватить Игнат Сивцев инициативу. является Может, призером конечно, всероссийского собраться турнира. и Федотова, вот удар у него не 2018 достигает цели, года хорошо. призер Но всероссийского после турнира попадания класса он мог бы А. продолжить. Сергея Исмаилова, 2017 Но он очень года. неудобный, видите. Да. Финалистом Дальневосточного федерального округа среди Защита у молодежи него прочная 19-22 очень. Как будто бы он лет. открытый, да, В городе Уссурийске уклонами, отклонами 2018 года. защищается хорошо. Тренируется И подставки под делает. руководством тренеров Андрея Слепцова. Да, хорошо передвигается, ну, в плане работы ног, да, и туловище, вот, да, Александр Афанасьевич вот тоже отмечали, здорово работает здорово, туловище. здорово, туловище. Ну, у каждого боксера свой стиль. Очень, так, очень трудно. Это очень сложный вид спорта вообще, это бокс. Некоторым кажется, что так просто. Надел перчатки, вышли, подрались, да? Ну, тут видите, как чувство дистанции. Самый нужный момент надо нанести контрудар или атакующий удар. Вот, хорошо, молодец. Игнат передней рукой тяжесть добавить надо справа. Вот видишь, как замаха пошел. Левый боковой Вот, дошел. Игнат уже хорошо готов к этим соревнованиям. Он был определен в составе команды. В составе сборной команды Якутии. Например, вот до этого боксировал Миша Парников. Он в последний момент был подключен. Ну, чувствует, да, Игнат, Да. что он уступает по очкам, и ему надо сейчас активнее работать. Этот красный угол боксера Дамир, он уже знает, что делать. И уходит, вот видишь, не рискует. Отходит, двигается, вот видишь, одними одиночными ударами отвечает точно. И вот ему победа будет за это. Если он драться пошел бы, то, может, что будет, черт его знает. Вот, хорошо, видите, как. Это искусство боксера. Вот. Искусство Правый боковой защищает. достиг, да? Да. Ну вот тут же Ну, Дамир тоже попал. Наших хорошо поддерживает. Атаки эти. Стремление добиться победы атакующими действиями Игната. Но, мне кажется, это одного желания мало для победы. Слишком много ударов пропустил он. Мне кажется, победа уходит тоже. Но Дамир в этом сейчас бою. рубиться не будет ни в коем случае, конечно. конечно, Видел вот, его. Вот, видишь, да. попадает, да. Одиночные такие точные вот, удары и постоянное Ринг перемещение. А в этом бою победу одержал боксер красного угла. Показал в одну сторону, Дмитрий шел в другую. Сивак, Пензенская Он понял, область. что делать своим соперником. Поэтому вот это и делает. И, ну, сейчас может он перейти в атаку, собраться. О, еще полминуты. Ну, в боксе всякое бывает.
одним ударом может решиться поединок. Рефери поединка. Одним Судья точным сильным международной ударом категории у него Андрей уязвимое Никитин, место. Тверь. Челюсть или там солнечное сплетение туловища. В ринг А приглашаются боксеры Ну, в третьей футболе пары. говорят, да, доигрывает матч. Яковлев, Дамир Хикматуллин в этом случае Салиев. 10 секунд. Ну, и поработать в конце. В красном углу ринга А Юлус Яковлев, Республика Саха-Якутия. В синем углу ринга Расул Да, завершается Салиев, поединок, и сейчас Ханты-Мансийский будет автономный оглашение. округ Югра, Республика Дагестан. Весовая категория Безусловно, до старался, конечно же, 52 Игнат. килограммов. Игнат старался, молодец, что показал, что мог, хотел одержать победу, но видите, одного желания, повторяю, мало, и это сейчас судьи объявят победителем Дамира Хикматуллина, Тюменской области. Ринг Б. В этом бою победу одержал боксер красного угла Дамир Хикматуллин, Тюменская Да, область. Дамир Хикматуллин побеждает в этом поединке. Здорово провел этот бой представители Тюменской области. И сейчас, после просмотра повторов моментов третьего раунда, мы перейдем на ринг А. Здесь должен выступить еще один представитель команды Якутии. Ну и смотрим. Хорошо Дамир провел поединок, контролировал, да, ход встречи, набрал Третью пару Да, хорошее преимущество. Видели, вот сейчас Александр Корчагин, город Рязань. Представляем боксеров. В красном углу Алексей Киселев, Челябинская область. Ну, попадал, да, но, к сожалению, Василий Веткин, не так Самарская часто, область. как хотелось да, бы. Да, вы правы. Ага. Ну, вот он, конечно, он очень правильную тактику взял для себя. Ну что ж, дорогие друзья, переходим к рингу А. У нас тут в красном углу наш боксер Джилус Яковлев. И против него представитель Ханты-Мансийского автономного округа и Дагестана Расул Салиев. Это уже весовая категория до 52 килограммов. Посмотрим, как Наш боксер в красной форме, его соперник Расул Салиев, Ханты-Мансийск в синей форме. Ну, первый раунд пока идет. Джилус Яковлев раньше в юношеском возрасте становился чемпионом России, ну, победителем первенства России. Юноши говорят не чемпион, но победитель. Ну и одно и то же. Чемпион России среди юношей, можно сказать. Вот он сейчас живет в Новосибирске и тренируется под руководством новосибирских тренеров. Тренера, значит, Емельянова Юрия, который сюда приехал. Кстати, Юрий Емельянов, он родом из Кытыл-Дюра, Хангаласского улуса. Он давно живет в Новосибирске и помогает нашим юношам. Их приглашает к себе вот, на учебу, и они там тренируются в сборной команде. Готовится к продолжению боя Джилус Яковлев, Республика соперник Саха-Якутия, Джилуса город Якутск. Расул Салиев, Боксер он из 91 года рождения, дагестанского боксом занимается Каспийска, 12 лет. является Мастер мастером России. спорта. Представляет вооруженные силы. За последние 2 года его Счет боям не ведет. высшее Является достижение — это финалистом финал Дальневосточного чемпионата федерального России округа 2017 года. 2018 года. Тренируется под руководством Вот в Бахтияра этих Баширова весовых категориях и я Юрия начал было вот Емельянова. рассказывать. Первый Был тренер открыт Григорий опорный пункт по Кривошапкин. подготовке резерва сборной команды Советского Союза 48, 51, 54. Ну, этот начали работать Виктор Павлович Шитик под руководством
группа тренеров. Секунданты Там за ринг. Михаил, Евгений Михайлович Фомин, Артур Кравченко, Герасим Бадыгеев, Василий Второй Васильев, раунд. Сергей Ларионов. Очень много наших тренеров. И в результате этой работы были подготовлены классные боксеры наши. Виктор Ефремов, Александр Михайлов стал чемпионом Советского Союза в 1978 году в Тбилиси. И в этом же году стал он бронзовым призером чемпионата мира. Он когда служил в армии, в Тихоокеанском флоте. Но он здорово вышел за 1 год. Он с кандидатом в мастера спорта участвовал на чемпионате СССР и закончил чемпионат СССР мастер спорта международного класса, выиграв в финальном бою Александра Дугарова, Челябинская область. также одноклубника. Вот Боксер эта 99-го года весовая рождения, категория боксер, выступает занимается сегодня 10 лет, много наших мастер ребят. спорта России. И будем болеем. На ринге провел После 89 боев, 80 открыли училище одержал Олимпийского победу. резерва, так что это Имеет весовой 15 категории все равно международных до сих пор одержал победу. в Якутии в сборной команде России ждут пополнения. Ну, традиционно, да, Да, наша традиционно республика представлена и широко. доказали в малых весах. Там Виктор Ефремов, там Анатолий Филиппов участвовал в Олимпийских играх. И целый период, несколько лет, властвовал наш министр спорта Георгий Балакшин. 6 раз чемпион России, 3 раза чемпион Европы. Чемпионов Европы 3-кратно очень мало в мире вообще. И он призер чемпионата мира и призер Олимпийских игр. Ну вот этот бой идет. Дилус нормально контратакует. Мы потому что вот начали перед движкой ринга. Мы первый раунд почти пропустили. Ну вот поэтому решили вот рассказать про историю. Ну, будем перерывы тоже заполнять моментом перерыва. Перерывы бывают. Там истории, справка истории бокса. Вот Дилус с дистанции хорошо у него получается. Вот со второй половины боя у него вот хорошо. Вот так продолжать надо ему. Не надо близко подходить. Прямым ударом у него получается. Не надо с ним ввязываться в ближнем бою. Ну, опять близко подошел. С прямым надо было. Ну, видим, что у Джилуса Вот повыше вот. будет, да, и размах рук побольше. Да, он выше ростом, размах побольше, размах рук. И он хорошо чувствует дистанцию. Он мастер спорта, победитель, призер многих соревнований. У него была травма, был маленький перерыв. Ну, не маленький, но так, боксировал определенное время. Ну, вот сейчас он в этих моментах он нормально. Ринг А в синем углу ринга готовится к продолжению боя Расул Салиев, видим, что предпочитает, да, вот вести поединок ближней дистанции. Хорошо бьющий боксер. Да, он хорошо пристроился к Дилусу. Дилус во всем в классическом стиле работает. Прямые удары, боковые, он высокий ростом, двигается. Но он, видите, как соперник его вот уклонами защищается. И после прямых он контратакует удачно очень. И в ближнем бою он завязывает вот свою тактику. Вот. Вот видим, да, то, что Расул преимущественно действует вот боковыми ударами на движении, да, когда вот. Да, у него в этом плане у него хорошо поставлено. Итак, у нас, да, третий заключительный раунд. Надо от этого сейчас зависит весь ход поединка. Дилусу надо сейчас почаще работать чисто, чтобы дистанции надо чисто попадать. У него это получается. И вполне ему в силах вблизи не ввязываться надо было. Вот. Да, в ближнем бою Расул себя чувствует очень комфортно. Как рыба в воде. Вот, ну, Дилуса тоже неплохо сейчас. В синем углу продолжение боя Вот и не готовится подходи, Василий отходи. Беркин. Вот молодцом. Самарская область. Молодцом Дилус.
так потяжше. Этот раунд, если он так плотно проведет, Боксом он одержит занимается победу, мне 16 лет. кажется. Мастер спорта международного класса. Счет боя не ведет. Он является чемпионом России 2015-2015 годов. Тренируется Василий Веткин под руководством наследного Первопроходцем на чемпионат СССР 51 килограмм был мастер спорта Юрий Федорович Федоров. Сейчас его называем так с именем и отчеством. Почетный гражданин Хангаласского улуса. Он занял 5-е место в 1968 году на чемпионат Советского Союза. После этого пошли результаты. Михайлов, Ефремов, Филиппов. Ну и в других весовых категориях тоже у нас были прекрасные боксеры. Сергей Самойлов, Семен Амосов. Кстати, вот открытие опорного пункта под подготовки резерва сборной страны было открыто по результатам успеха Семена Амосова. Он занял 2-е место на первенстве СССР среди молодежи. Ряд международных турниров выиграл. Вот и ну, Дюлус хорошо ведет. Да, время тает, время тает. Вот так ему надо не подходить. Точно наносить и отходить надо. Вот судьям сейчас очень трудно будет определить победителя. Вот, доставать. Вот, хорошо, достал. Вот, молодец. Молодец, потяжче надо. Осталось больше 30, меньше 30 секунд до конца раунда. Ну и последние мгновения Да, поединка. надо попасть. Вот так, хорошо попал. Слева, вот молодцом. Завершается поединок. Но в этом бою трудно будет определить, но мне кажется, неплохо провел Дюлус Яковлев. Вполне мы можем надеяться на победу. Сейчас что решат судьи? В таких боях бывает разногласия боковых судей. Слышны выкрики, да, на трибунах. Красный победил. Таково мнение пришедших болельщиков. Посмотрим, согласится ли с таким мнением судейская коллегия. Нет, победителем, да. Все-таки попаданий больше было в этот бой. Расул Салиев, победитель этого поединка. Мастер спорта из Дагестана. Четвертый бой. Рефери по Финалист судья чемпионата России Российской 2017 Сергей года. Яшин, город Архангельск. Видимо, хочет и в этом году В ринг имеет цели приглашаются боксеры четвертой пары Эльбрус Салтуханов, Кирилл выйти, Никифоров. пройти, да, как Красного можно дальше. ринга Эльбрус Сейчас Салтуханов. мы продолжим Санкт-Петербург, просмотр Чеченская поединков Республика. ринга А. Синего Через ринга один Кирилл бой Никифоров, выйдет еще один Удмуртия. представитель нашей команды. Весовая Ну а перед категория этим сейчас мы 52 увидим килограмма. противостояние Эльбруса Салтуханова, который представляет Санкт-Петербург и Чеченскую Республику. Против него представителя Удмуртии выйдет Кирилл Никифоров. Спортсмены уже на ринге. Это по-прежнему весовая категория до 52 килограммов. Ринг Б. В этом бою победу одержал боксер с синего угла Василий Это уже Веткин, по счету Самарская четвертый область. поединок в данной весовой категории. Ну, посмотрим, что нам предложат спортсмены. Ну, как видите, разница в росте ощутимая. Боксер синего угла на полголовы выше. Арсен Хараканян, Никифоров Кирилл, Самарская область. Салтуханов Эльбрус, Рефери Петербург и боя Виктор Чечня. Максименко. С двойным зачетом выступает спортсмен. Морозовск.
Ну, что касается вот Салтуханова, да, вот спортсмен у нас из Красного Угла. Это у нас представитель города Санкт-Петербург. Также он представляет и Чечню. Спортсмен В синем углу 98-го года рождения. Арсен Тарханян, Является Самарская область. мастером спорта В международного красном класса. углу Эдуард Абзалимов, Побеждал Челябинская он на первенстве России в 2016 году. Через год уже становится призером чемпионата России. Ну и помимо этого является победителем и призером мастерских турниров класса А, международных соревнований. В общем, такой спортсмен с приличным послужным списком. Видим, он сейчас располагается в центре ринга, занял центр ринга и вот всячески пытается найти возможность для проведения серии или одиночных ударов. Но его соперник, мы видим, то, что предпочитает работать с дальней дистанции. Он неплохую подготовку тоже показывает. Боксер синего угла использует свои преимущества в антропометрических данных, высокий рост и подвижность. Очень быстро, мягко двигается по рингу. Ну, хотя у него соперник мастер спорта, чемпион первенства, чемпион России среди юниоров, будем считать, и призер взрослого чемпионата России. Это уже по плану поднимающийся по ступенькам спортсмен. И он чувствуется подготовленность, тактически очень тоже грамотно строил бой. И сейчас вот наращивает преимущество. Попал и возле канатов он работает. Но этот синего угла боксер хорошо передвигается, уходит. Ну, ему это только пока первый раунд идет. В втором раунде как будет продолжаться поединок, мы посмотрим. Ну да, ребята рослые для весовой категории 52 килограмма. 51 тоже было так. Ребята высокого роста. Например, Александр Михайлов. В свое время он считался рослым в своей весовой категории Олимпийские игры. Но он не попал. Ну, он несколько раз становился призером чемпионата СССР, вторым призером, серебряным призером, ну и призером спартакиады народов СССР. Ну, он очень классный, сильный боксер наш Александр Михайлов. Вот Георгий Балахшин, когда провел полуфинальный поединок на Олимпийских играх в Пекине, я там присутствовал. Бой был равный, уже там на табло все было видно, очки там мелькали. И все время то в одну, то в другую сторону было. И потом оставалась 1 секунда, счет был равный. Я думал, что когда сейчас остановится равный счет, и компьютер решать в сторону Георгия Балахшина. Ну, тут 1 минута, это там загорелось, и одно очко загорелось в сторону этого кубинца этого, который стал серебряным призером, Андрей Лафитта. А тот кубинец в финале проиграл тайландцу Сомчит Чохор, который стал олимпийским чемпионом. Вот так высоко поднимался Гоша Балахшин, чуть-чуть там, ну это когда судьба какая-то, понимаете. Ну да, там сложились обстоятельства чуть-чуть иначе, да, там минимум серебряная медаль Олимпиады. В этом что-то есть, не только серебряным, он мог бы даже вот тайландца выиграть. Он очень хороший был, никому не проигрывал вообще. В финале 4-й раз вышел на чемпионат Европы. Бой был равный тоже. Равный, но 4-кратный чемпион Европы в мире только 1 человек. Збигнев Петчаковский, Польша, полутяжелой весовой категории.
Ну и продолжая, да, разговоры о Георгии Руслановиче, хотелось бы вспомнить первый чемпионат России, который прошел у нас в Якутске. Ну, помним, что это было в 2007 году под сводами Дворца спорта 50 лет Победы. Тогда наша команда, сборная республики, завоевала 6 медалей, 5 бронзовых наград, и единственную вот медаль высшей пробы как раз-таки вот тогда завоевал Георгий Русланович Балакшин. И более того, он был по итогам соревнования признан лучшим боксером чемпионата России 2007 года. Да, он по праву, не только он, что в Якутске проводился чемпионат, он по праву стал, потому что все бои, 5 боев он провел или 4, я сейчас запамятовал. И все Все бои досрочно все выиграл. Ну так не бывает вообще ни в одних соревнованиях. Вот. Тем временем у нас второй раунд подходит к концу. Активно сейчас работает Кирилл Никифоров. Кстати, о спортсмене, да, из Удмуртской республики. Кирилл у нас является мастером спорта. Вот видно, он уже прошел кое-что. 94-го года рождения Кирилл. Ну, достижения, да, посмотрим, последних 2 лет. Финалист первенства России среди молодежи. Это тоже существенный успех. Да. Второе место среди молодежи до 22 лет или да, юниорское. До 22 лет. 20 лет, ага. Даже дважды. В 14-15 годах. Ну, чувствуется, он очень хорошо использует это. Ну, дальше читать, ага. Еще какие. Нет, к сожалению, это на этом достижения пока что заканчивается. Но есть неплохая возможность, да, пополнить послужной список на чемпионате России вот у нас в Якутске. Да. Посмотрим, получится ли. Вот сейчас третий раунд, он если соберется и поактивнее, побольше вода не будет. Вот смотри, вот ты атакуешь и сразу туда уходи. Атакуешь, не выходи назад. На выходе он тебе делает. Раз-два ушел, через уклон все надо делать. Тренируется под руководством Юрия Никифорова, Александра Кузьмина и Халила Нурманова. Первый тренер Юрий Никифоров. Ну и вот, давайте посмотрим. Повторю, да? Да, что же у нас происходило во втором раунде. Вот. Моментами, да. Вот он по защите получается. Вот он не пропускает так-то. Как-то увертывается. И, используя высокий рост, он отходит на дистанцию. Ну что ж, третий раунд. Ну, да, третий раунд. Как бы сказать, да, динамическое равновесие. Хорошо, ага. Хорошо провел. Правый прямой. Ринг Б. Синим углу здорово защищается Салтуханов. Караханян. Кирилл хорошо держит его на дистанции. Боксер И 98 года рождения. Вот, хорошо. Боксом Надо занимается встречать точно. Четко встречать. Арсен Караханян тренируется под руководством мастера спорта СССР Равиля Азизова. Счет боям не ведет. Вот, ничего, неплохо. Плохо держится боксер синего угла. Вот. Вот. Нормально. Легкие, но попадание Кирилла получается. Надо ему кружить на дистанцию все равно уходить, тогда будет порядок. А то, что он как войдет в удар на дистанцию, он попадает, боксер красного угла. Вот, хорошо. Ну, удары мягкие у обоих. Чуть меньше минуты остается боксировать в этом поединке. Ну, пока ведет, мне кажется,
боксер синего угла в этом раунде. Ну, надо наращивать, тут добавлять, развивать атаку. Боксер красного угла чуть подустал. Мне кажется, действие у него, чем разнообразие его уменьшилось, это бьет совсем один-два удара и Однотипно, да? однотипно, да. Ага. Ну, Кириллу надо доработать все уже. Ну что ж, ждем оглашения решения судейской коллегии. Боксеры в центре ринга, и сейчас рефери поднимет руку победителя. Ринг А. В этом бою победу одержал боксер красного угла Эльбрус Салтуханов, Санкт-Петербург. Эльбрус Салтуханов принимает поздравления. Поздравления. Побеждает он в этом поединке. Ну а Кирилл Никифоров завершает выступление на этом чемпионате. И сейчас мы посмотрим повторы третьего раунда. Как же провели концовку данного поединка спортсмены. И сразу после повторов мы начнем болеть за еще одного представителя якутской школы бокса на этом же ринге. Все еще в рамках состязания весовой категории до 52 килограммов выйдет Талбан Егоров. Его соперником будет представитель Дагестана Махач Юсупов. Вот он на ваших телеэкранах, Махач Юсупов, представитель Дагестана. А вот и Талбан Егоров, молодой представитель сборной команды Якутии. Талбану 18 лет. Ринг Б. В этом бою победу одержал боксер красного угла Эдуард Абзалимов, Челябинская область. Ну что ж, Приглашаются на ринг пятая пара боксеров весовой категории до Бой 50 начинается, да. килограмм. Максим Гонг. Кузнецов, Начинается первый раунд. область. Айдамир Вот Талбан Егоров Курганаев. тоже в последний момент был включен в команду наших боксеров. И вот вышел против Махача Юсупова из Дагестана. Талбан Егоров, является воспитанником Сунтарской Рефери школы этого бокса. боя, судья международной Тренировался под категории руководством Игорь тренера Галицкий. Майя Галицкий. Павлова, который Город подготовил Выборг. немало мастеров спорта России. И сейчас в данное время Талбан тренируется, учится в училище Олимпийского резерва и тренируется под руководством старшего тренера училища, мастера спорта Владимира Павлова. ну, его соперник Махач Юсупов, представитель Дагестана, ему Максим Кузнецов, 20 лет, Кировская область. является мастером спорта. В синем углу В 2016 году стал призером России среди юниоров. Наш боксер впервые, первые шаги его во взрослый ринг, ему всего 18 лет. Вот, пожелаем ему успехов. Вот. Достал левой.
не так активны спортсмены в атакующих действиях. Присматриваются друг к другу. Уверен, со второго раунда пойдет более решительная борьба. В ближнем бою надо работать было Талбану. Ему выгоднее вблизи работать. Он, конечно, ростовые антропометрические показатели у боксеров ощутимые. Он намного выше, руки длиннее. Но он что-то вяжется в ближнем бою. Ну, нам это лучше. Завершился первый раунд. И сейчас мы посмотрим, какова ситуация в углах. Ему помогает тренер, молодой тренер Артем Максимов и тренер мастер спорта международного класса Александр Самойлов. Наши тренеры готовили команду. Ну, я как говорил, это последний момент включен. Ну, как для опыта начинающий боксер обучается в училище Олимпийского резерва. Первые шаги во взрослом ринге делает. Ну и, как мы уже сказали по ходу первого раунда, уверены, что второй раунд будет более активным. Вот. Ринг Б. Боксер красного В угла красном углу уже начинает пристраиваться. Максим Кузнецов, Все-таки он опытнее нашего боксера. город Киров. Но он делает какие-то Боксер 99-го года ошибки. рождения. В ближнем бою старается работать, принимает Кандидат в тактику мастера спорта. своего соперника. Надо работать, надо здесь работать Талбану. Ринг провел 57 боев, 45 Вблизи работать, одержал победу. не отпуская серийно попаданиями. Общество «Динамо», город Не надо Киров. ходить, вот хорошо, О, левый да. попал. Второй раз уже Да. за последние Вот тут мгновения. работать, надо работать. Алексея Ему не очень сильный, мне кажется, этот призер России среди молодежи. Не отпускать, вблизи поработать. Вот тут и работать надо. Вот. Второй раунд. Не достает. Ну да, атаки. О, вот, правая есть. Легкие удары, но попадание есть. Талбан больше двигается, да? Больше двигается. Больше двигаться. Ему надо закрыться и отсекать это, углы отрезать и вблизи поработать. Не надо отходить. Он не быстро и не сильно бьет. Его соперник, клонами надо к нему подходить. Поближе держаться, поближе и не отпускать. Вот так. Поближе, поближе прижимать канатом. Ну, опыта нет совсем. Вот. Но, видимо, тренеры решили его попробовать, потому что перспективный боксер. Ему может боксировать это 49 килограмм, так кажется. Рост маленький, но он не чувствует, что он вес согнал или это самое. Ну, тут надо темпом задавить надо.
Ну что ж, хороший такой раунд провел Талбан. Неплохо провел, да? Его соперник чем таким определенным преимуществом не обладает. Так что надо сейчас работать третий раунд. Вот тренер подошел. Старший тренер УОР Владимир Павлов. Является победителем первенства центрального совета «Динамо» среди юниоров 2017 года. Призер первенства Дальневосточного федерального округа среди юниоров 2018 года. Тренируется под руководством Игоря Ефимова. Ну что ж, видим, что оживленная такая, да, атмосфера Да. в углу Талбана. Талбана, значит, неплохо ведет, он оправдывает доверие своих тренеров. Ему, конечно, впервые выступать во взрослом ринге и сразу на чемпионат России выходить, это трудно, конечно. Во втором раунде ряд хороших таких попаданий продемонстрировал Талбан, и хотелось бы, чтобы в третьем раунде также, но Приемы борьбы. Ну, изменяется правильно. не будем забывать, да, что чемпионат идет в Якутске. Якутск. Вот хорошее попадание тоже. Ну, надо потяжше, потяжше. Уржанай, Вот, молодец. Таиланд. Вот ему Город под силу. Ужон. Он медленно стал что-то в конце. Боксер 99-го года Соперник рождения. Талбана. Боксом занимается 8 лет. Кандидат в мастера Не спорта. отходить. Спортивное общество. Вот так, не отходить. Юность России. Бить, бить. Он является Наращивать. чемпионом Добавлять тут же. федерального округа среди юниоров 2017 года. Чемпионом общества юности России. Да, и 2018 рассечение у Талбана Тренируется под нужно руководством будет тренера остановить кровотечение. Ян Пик. И посмотрим, сейчас врач решит. Первый тренер Самон Кандиев. Судья не рискнул. Секундант А, Зарин. нормально, нормально. Третий раунд. Мне кажется, Талбан вот поверил, да, в свои силы, Да, уже да. уверенно Он уже- идет вперед. Надо серийно работать. Серийно количество ударов надо, темпом додавить его. Не дать ему работу. Вот хорошо. Здорово. Да. И вперед, 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 Талван. Вот тут цепляться и работать сериями. А так иначе у него удара нет и это. Бить, 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 бить. Ух. Давай, Талбан, не отпускай. Все увереннее и увереннее себя чувствует, да, Талбан? Молодец. Собраться надо. Руки поднять. Есть еще минута до конца поединка. Да, собраться. 1 минута остается. Мне кажется, вот Юсупов... Не надо давать ему работать, самому работать. Вот самому первым начинать. Не надо ждать его. Вот первым начинай. Иди вперед, вперед иди. Не давай ему собраться. Вот так, хорошо. Еще. А, 10 секунд остается. Ну и да, концовку доработать Талбан. Ну и овациями встречает завершение Болельщики, этого да. поединка, да? Да. Ну и сейчас мы услышим вердикт судейской коллегии. Ну, в любом случае, только надо похвалить Ринг нашего молодого боксера. в этом бою Дебютант победу одержал боксер синего чемпионата. О, молодец! Вот это, вот молодец. Да его, он уже не был, он включен был в последний момент, понимаете, вот за недоезд участников других команд. Ну и Ага, ну он побеждает уже Талбан. на другой этап вышел.
Сейчас он Ринг А. Шестой бой. 1/16 вышел. Судья международной категории Руслан Арсланалиев. Город Куйбышев. Поздравляем Талбана еще раз. Первым, да, принес победу в сегодняшний день. Владислав Белодед, Дмитрий Сотников. В красном углу ринга А. Владислав Белодед, город Санкт-Петербург. В синем углу ринга Дмитрий Сотников. Ну что ж, Красноярский край. видим, как Талбан добивался этой победы. Наш молодой боксер, 18-летний. И мы продолжим просмотр схваток весовой категории до 52 килограммов. И через пару поединков мы вернемся в весовой категории до 56. Ну а сейчас у нас на ринге Ринг Б. В этом Владислав бою победу Белодед, одержал боксер красного представитель угла, Санкт-Петербурга. Кузнецов Он Кировская в область. красной форме. И против него Дмитрий Сотников, представитель Красноярского края. Приглашается в ринг шестая пара боксеров. По-прежнему у нас весовая Гасан категория до Мамедов, 52 килограммов. Сергей Давайте Ярулин. наблюдать. В скором времени на этот ринг у нас выйдут, Выйдут вернее. два наших да. боксера. Ложников Артур и Черноградский Геннадий. Оба являются членами нашей команды. Ложников Новосибирск двойным зачетом, Новосибирск и Саха. Вот в этой Рефери паре шестой пары. боксеров. Ну вот, еще Судья раз напоминаю, это категории наш Роман. основная наша весовая категория, где Город наши Севастополь. якутские боксеры добивались высоких результатов на мировом, олимпийском, европейском, СССР Представляем и боксеров. на российском В красном уровне. углу Еще Гасан проводился Мамедов, чемпионат Российской Федерации город Калининград. в советское время у нас в Синем углу Сергей 1982 Ярулин, году, Иркутская где область. участвовали очень много наших одаренных боксеров. У нас было 3 чемпиона. Весовая категория 50, то есть 48 килограмм, стал чемпионом Александр Петров. 51 Александр Михайлов. И 63,5 килограмма Владимир Дронов. И много призеров было. Так, 51 килограмм Анатолий Пахомов стал третьим призером в этой весовой категории. Сейчас вот 52. Вот. 54 Иван Савинов стал призером. Петр Эверстов стал призером. 48 килограмм. Ну вот, если вспомнить это время, очень хорошо готовились наши боксеры. Вот столько много медалей завоевали. 3 золотые медали вот здесь с 11. Это же большой успех тогда был. Мы надеемся, что эти успехи продолжатся и в современной истории якутского бокса. В этом весе, ну и в других, конечно же, тоже. Дай бог, в нашем чемпионате тоже будут чемпионы наши. Это было бы хорошо очень. Боец в красной форме Владислав Белодед, мы видим, предпочитает работать с дальней дистанции. Ему 22 года, является мастером спорта. Дважды он побеждал в чемпионате Санкт-Петербурга в 17 и 18 годах. Также является чемпионом Универсиады России нынешнего года. Затем через год наши боксеры на Спартакиаде народов Российской Федерации завоевали 2 золотые медали. Значит, это в Якутске был успех не случайный, потому что Спартакиада народов проводится 1 раз в 4 года, и там лично командный результат учитывается, но в основном командный. Там чемпионом стали Александр Петров 2 раз, и Анатолий Пахомов завоевал золотую медаль, когда он занял Якутске бронзовую в этом чемпионате на Спартакиаде народов. В Воронеже стал чемпионом Спартакиады народов Российской Федерации, и на Спартакиаде Советского Союза, народов Советского Союза, выступал на параллельном турнире, который проводился, международный турнир на призы спорткомитета, там завоевал бронзовую награду.
В равном бою он уступил боксеру, у которого выиграл 2 раза. Вот такой был момент. Второй раунд. Второй раунд в поединке между Белодедом и Сотниковым. Сотников, как и в первом раунде, занимает центр ринга, активнее он проявляет себя в атакующих действиях. Скажем, что Сотникову Дмитрию 28 лет, представляет он Красноярский край, В красном углу является продолжение боя готовится чемпионом Гасан, Министерства внутренних дел России. город Калининград. Боксер Также 99-го побеждал года и рождения. на чемпионате Боксом занимается 4 года. Кандидат в мастера спорта. окружном. Провел 9 боев, 64 из них одержал победу. Он является победителем Является мастером спорта. Ну, Северо-Западного федерального округа. 2000 постарше, да, будет Дмитрий Сотников, значительно постарше. молодежи. Победитель международного турнира. Посмотрим, как. Ну, 28 лет, это зрелый возраст, конечно. Тренируется Но он еще может показать себя. В этом бою он уступает, он дает такой высокий темп, идет вперед все время, давит своего соперника. Ну и у него атаки хорошо, чисто проходят в некоторых моментах. Вот. Вот видим, Белодед пытается, да, вот встретить Да, Сотникова. Не получается пока что. ну напор у него такой жесткий, идет вперед все время, не дает ему отдышаться все время. Ну вот если очки темпом задавить, есть тактика тоже, за счет количества ударов все время идут, не дают опомниться сопернику. Вот тогда победу они получают. Ну такой стиль, там думать много тут не надо, а вот когда вот работает 2 классных мастера на дистанции, тут выиграет, кто более координирован, кто чувствует хорошо. Вот. Ну вот в этом втором раунде пока ведет, мне кажется, это боксер синего угла. Проходят некоторые атаки. Ну вот спокойно отражает Владислав Белодед. Ну, ему надо переходить контратаки, перехватывать его атаки. Он же все равно устает после серии, остается, в это время надо перехватить ему. Он этого не делает, маневрирует. Завершается второй раунд. Ринг У А. нас В синем углу ринга готовится к продолжению сценарий, боя да, Дмитрий поединка Сотников, не меняется. Красноярский край, город Красноярск. Боксер Сотников 90-го Дмитрий года рождения. Боксом занимается постоянно 17 лет. наступает. Мастер спорта России. Действительно не дает, да, Спортивное общество Да. «Динамо». отдышаться, вот, постоянно в напряжении держит своего соперника. Что касается Владислава Белодеда, ну, он, да, защищается, пытается, да, поймать на Тренируется под руководством встречки, Дмитрия но и Лесничука. не получается Тренер так часто, как хотелось бы. В том-то и тактика, что ему не дать ему отдышаться. Всё, за счет темпа задавить. Ага. Секунданты за ринг. Ну, вот видишь, все время атакует. Повторе видно даже. Ну, окончать концовку он не попадает. Ведь. Ну, сейчас третий, последний раунд, да? Третий раунд. Ну что ж, заключительные 3 минуты этого поединка. Вот. Вот сейчас он более-менее стал контратаковать. Сотников. Ринг Б. В синем углу продолжение боя готовится Давно Сергей пора так Ярулин. работать. Он стоял, Иркутская область. принимал защиту, просто Боксер глупую защиту. 98-го года рождения. Боксом занимается 10 лет. Тут Мастер надо спорта бить, чтобы России. выигрывать.
Он является не только финалистом защищаться. Сибирского федерального округа 2017-2018 годов. Участником чемпионата России 2017 года в городе Грозный. Тренируется Да, Сергей в Ярулин, развитии подготовка бокса тренера. в нашей республике, конечно, большой Первый тренер. вклад внесли тренеры, боксеры, которые добивались больших успехов. Основной тренером много лет работал Виктор Павлович Щекик, заслуженный тренер Российской Федерации, Евгений Михайлович Фомин, Артур Федорович Кравченко, Герасим Алексеевич Бадыгыев, Василий Васильевич Васильев, Сергей Степанович Фларионов и многие другие. Вот. А в боксе высоких результатов добивались Эдуард Кафман, когда он здесь жил в Якутске, стал бронзовым призером Советского Союза в 1964 году. Потом уехал жить на Украину и стал оттуда чемпионом Советского Союза. Николай Жирков, мастер спорта международного класса, 60 килограмм боксировал он, добивался, 2 раза выиграл чемпионат России, 1 раз в это Спартакиада народов, участвовал в чемпионатах СССР, побеждал в международных турнирах, очень классно боксировал Николай Жирков. И он в Алмате стал победителем международного турнира, который являлся отборочным к чемпионату Европы. На чемпионат Европы он не поехал. Поехал, призер тогда, призер мира, кажется, фамилию запамятовал, простите. Так, Сергей Самойлов. Хорошо, после открылось училище Олимпийского резерва. В этом тоже хорошо трудились. И сейчас трудится Александр Петрович Леонов, заслуженный тренер Республики Саха-Якутия. Владимир Павлов сейчас работает. Работали Артур Кравченко, Евгений Фомин. И многие другие. Лаврентий Семенович Соломонов и другие. Ну, Вот. если, да, говорить об истории, об успехах, да, наших, о нашей школе бокса, то для этого может и потребоваться Очень и, много ну, времени, очень конечно. много времени. Я так воспользуюсь. А вот синий угол Сотников одержал победу все-таки. Но он больше наносил ударов, Да. инициативой владел. Ну, хотя особо такого преимущества нет, я скажу, по попаданиям. Кнопочное было, не знаю как. И Дмитрий Сотников получил свою порцию аплодисментов. Понравился он местной публике. Да. Ну, обычно таким стилем боксеры публике всегда нравятся. Вот. Да, 3 раунда очень хорошо отработал, да, Дмитрий постоянно держал своего соперника в напряжении, постоянно наступал. Пусть и, может, и не попадал, да, так часто, но все равно он был намного активнее и заслужил он эту победу. Ну что ж, у нас сейчас на этом же ринге вышла следующая пара. Это у нас Богдан Шишкин из Калмыкии и Вадим Кудряков, представитель, спортсмен из Крыма. А после этой пары на ринг у нас выйдут наши ребята Артур Ложников и Геннадий Черноградский. Да, будем Сергей ждать. Ярулин, Иркутская область. Так, Богдан Шишкин На ринг Б выступает приглашаются боксеры в красной седьмой форме, пары. Вадим Андрей Кудряков в Зубков, синей. Рязанская Боксер из область, Крыма Овик в Оганесян. синей форме. Московская Ну, область, Хабаровск бой край. начинается. Так, ну пока они привыкают, дистанцию проверяют. Ну, Рефери разведка этого маленькая. боя, судья международной категории Камо Аветисов. Вот Вадим Кудряков, спортсмен в синей форме,
пожалуй, является одним из Представляем фаворитов боксеров красного в данной весовой категории. Андрей Зубков, Является он Рязанская область. прошлогодним Синим углом чемпионом. Овик В Оганесян, 2017 году Московская он область. стал чемпионом России, Хабаровский край. когда чемпионат проходил Да. в Грозном. Ага. Очень серьезный спортсмен, который, я уверен, на этот чемпионат тоже имеет самые высокие цели, ставит перед собой самые такие высокие цели. Является он мастером спорта международного класса, спортсмен 94-го года рождения. Посмотрим, что ему сможет противопоставить Шишкин Богдан. Он молодой, да? Шишкин. Возраст. Видно, что он моложе своего соперника. Но и он чемпион, прошлогодний чемпион России. Это одно. Это звание, конечно, дает ему очень внимательно боксировать. Вот, неплохо он контратакует пока. Держится молодой боксер. Да, Богдан Шишкин, представитель Калмыкии, 99-го года рождения, является кандидатом в мастера спорта. В этом году становился финалистом окружного чемпионата. Ну и посмотрим опыт, как он сможет боксировать со столь опытным оппонентом. Конец раунда. Ну, пока нормально держится молодой боксер. Вот, не боится. Ринг А в красном углу ринга готовится к продолжению боя. Богдан Шишкин, Республика Калмыкия. Ну, я город Элиста. думаю, что сейчас Боксер 99-го Иван, рождения, боксом занимается 8 лет. нет, простите, Вадим Кудряков начнет действовать все решительнее и наглее, что ли, потому что я уверен, что в первом раунде вот Он присмотрелся, да? присматривается, ну правильно, конечно, опытный есть спортсмен, есть опытный спортсмен, но молодой тоже может показать, на что способен. Например, когда вот Александр Михайлов тоже вышел на чемпионат СССР, кандидатом в мастера спорта, всех побил и возвратился домой мастер спорта международного класса. И Анатолий Филиппов, тоже перворазрядником, вышел против мастера спорта, заслуженного мастера спорта, олимпийского чемпиона Сабира Сабирова, и его во втором раунде его нокаутировал. Ну, всякое бывает в боксе. Будем, конечно, смотреть и болеть за перспективы молодых ребят. Ну, обычно зрители болеют за молодых всегда. Он хорошо держится, неплохо поставлена техника молодого боксера. Оба боксера правосторонней стойки. И вот, видишь, как начал работать Красного угла чемпион. продолжение боя прошлогодний. готовится Андрей Зубков. Ему надоело, видимо. Рязанская область, город Михайлов. Боксер 96-го года рождения. Боксом занимается 10 лет. Мастер спорта России. Представляет общество. Очень уверенно спортивного вот смотрится локомотив. Кудряков, да, он Является чемпионом Центрального не спешит, совета не форсирует Да, события. конечно. Он ждет своего чемпионом часа. Центрального Он федерального опытный. округа Ну, 2016 парень так года. нормально чувствует, вовремя отходит, быстрый. Поэтому ему очень трудно его поймать пока. Степанова, Вот видите как. Ага. Цыблюкова. Он это Первый тренер Степанов. середина второго раунда. Ну, конец скоро Секунданты второго за ринг. раунда будет. Второй раунд.
Ну, все еще, да, Да, вот конечно, спокойно работает Кудряков. Чемпион, он, конечно, физически он хорошо подготовлен. Техника, тактическая подготовка тоже. Ну, просто парень, мальчик неудобный, быстрый. Как-то напоминает Кудряков, чемпиона мира, двукратного олимпийского чемпиона, этого украинского боксера Василия Ломаченко. Чем-то напоминает по телосложению и по стилю маленько. Вот. Сильный боковой. Быстрый мальчик. Не достиг цели. Хорошо, Ну вот. Он может ударить где-то поймать. Ну и Шишкин, да, вот Вот еще работает. попал 2 раза. Шишкин, да? Завершился раунд. Ну что ж, В синем углу ринга Вадим готовится к продолжению Кудряков, боя да, вот Вадим спокойно Кудряков, продолжает Республика потихонечку Крым, город Симферополь. наращивать своего Боксер 94-го преимущество. Мастер Очень спорта спокоен. международного класса. Счет боям не ведет. Вадим Является Кудряков. чемпионом России 2017 Да, он года. не устал, да, уже совсем, наверное. Тренируется под Вадим руководством Кудряков. Ивана Вагнера и Но. Сергея Воронкова. Первый тренер Дубин. Богдан, бой сейчас продержаться надо ему. Вот видишь, не пропускает удар. Хорошо чувствует дистанцию. Хорошо. Правой в корпус. Секунданты за ринг. Сейчас он где-то ударит. Вот видите, попал передней рукой. Богдан. Третий раунд. Ну, подобные вот акцентированные попадания по корпусу всегда сказываются Да, конечно. в конце, да, Да, поединка. конечно. Ну, Посмотрим. вообще-то бокс это жесткий вид спорта. Почему-то как-то, ну, сравнить этими, как его, без правил бои, и там всяких, как называется, да, ММА, все это, конечно, сравнительно вообще очень такой мягкий вид спорта, считай. Лежачего не бьют, после команды не бьют. А вот, но, тем не менее, сила ударов не ограничивается. Удар наносится по самым уязвимым местам соперника. Боксер 92-го года рождения. Боксом занимается 13 лет. Мастер спорта. Ну что ж, заключительный у нас раунд идет. Не меняется что-то стиль поединка. И победителем международного турнира. Вот, видишь, попадает легким ударом. Овик Ганесян тренируется по Хорошая работа корпусом. Асаева Сергея. А он что-то должен показать. Чемпион России. Роднаева Артема. Концовку хоть. Первый тренер Кунин. Ну, осторожно, да, подошел к этому поединку. Ну да. Кудряков, Вадим. О, сейчас уже начинает так поддавливать его. Сейчас на концовку. Ну, опытный боксер. Не спешит. Ну, молодец. Соперник его. Правый боковой. Прошел. Ага. Да, нормально так Вот, прошел. еще Вот раз, еще раз. Он чемпион России, значит, ага. Нашим боксерам, да, кем-то придется встречаться. Что такое случилось-то? Тут. Ну что ж, 40 секунд. Ну и как проведут концовку боксеры?
Шишкин попытается, да, наверное, вот в последние секунды вот Да, не знаю, сделать. ну, нет, он нормально вот так отбоксировал. Вот, молодец. Ну и все. Показал себя. Ну, прилично смотрелся, да? Да, нормально. Представитель Калмыкии Богдан Шишкин. С очень серьезным соперником, конечно, встретился. И неплохо смотрелся, стоит отдать должное. Много двигался Богдан. Ну и по мере возможности, конечно же, Ринг А. В этом старался бою победу атаковать. одержал боксер синего угла Вадим Кудряков Республика Крым. начинает чемпионат России 2018 года с победы над представителем Калмыкии. В прошлом году, напоминаем, он стал чемпионом страны. Ринг А. 8-й бой. Рефери поединка. Судья международной категории Александр Сызранов, город Ну Нижневартовск. и сейчас, дорогие друзья, как мы уже сказали ранее, на этот же ринг выйдут два представителя сборной команды республики: Артур Ложников и Геннадий Черноградский. Безусловно, очень интересное противостояние. Аплодисментами встречает арена, конечно, обоих боксеров. И нас с вами ждет, конечно, очень интересная схватка. После просмотра этого поединка мы вернемся к весовой категории до 56 килограммов. Ну, в красном углу у нас Артур Ложников. Он представляет и Якутию, и Новосибирск, является мастером спорта международного класса. Он у нас в красном углу. Призер чемпионата России и Кубка России среди нефтяных стран. Его соперник Геннадий Черноградский. Молодой спортсмен, для которого вот среди... ну, это первое выступление во взрослом состязании. Черноградский, он с Намского района, кандидат в мастера спорта. Тоже в последний момент включен в команду. А вот Артур Ложников, он двойным зачетом выступает. Мастер спорта международного класса, как сказал. Он сейчас учится и тренируется в Новосибирске. Он здесь раньше учился в училище Олимпийского резерва. И, ну, недавно, года 3 или 4 назад, его старший тренер тогдашний училища Олимпийского резерва Александр Петров отправил его в Новосибирск по договоренности. Он сейчас вот там растет. Это хорошо, что такую практику мы принимаем. И он там тренируется под руководством тренера Валерия. Ну, он занимается под руководством Валентина Аргунова. Да, Валентина Аргунова первый тренер, и второй тренер у него Валерий Моткин, заслуженный тренер Российской Федерации. Вот. Ну, это наш перспективный. Ждем от него много побед. Он в последнее время, он 2 раза становился призером России, является членом сборной команды, выступает на международных соревнованиях за сборную команду России.
Завершается первый раунд Ринг А в красном углу ринга готовится к продолжению боя. поединка Артура Ложникова с Геннадием Черноградским. Вот на ваших телеэкранах Геннадий был, а вот угол Артура Ложникова. Счет боя не ведет. Хорошо в корпус тут, конечно, пробил Геннадий Черноградский. Геннадий Черноградский, воспитанник Нанской школы бокса. Александр Петров. Ну, попадание Ложникова значительно ощутимее, да, вот мы Да, видим на конечно. повторах. Опыт Да. сказывается. Опыт, ну, подготовка профессиональная, конечно. Ну, он совсем молодой Второй раунд. боксер Черноградский. Хорошая серия в исполнении Ложникова. Вот раз за разом, да, Да, попадает. у него, конечно, поставлено. Сейчас он в хорошей форме находится, Ложников. Участвует во многих международных соревнованиях, выигрывал недавно. Ринг Б. В красном углу Воспитанник Бельгиасской школы бокса. Тренировался он под руководством заслуженного тренера Якутии Валентина Аргунова. Валентин Аргунов воспитал много хороших боксеров, мастеров спорта, призеров Российской Федерации, чемпионов Российской Федерации среди юношей. Вот. А сейчас он сейчас продолжает. Некоторые ребята в училище Олимпийского резерва и некоторые вот за пределами нашей республики повышает свое спортивное мастерство. Но эта практика оправдывает себя. Все наши лучшие боксеры занимались под руководством центральных тренеров, ну, тренеров центральных областей. Ну, очень тяжело сейчас Геннадию. Когда он пропустил удар. Артур очень активно работает, вот раз за разом прижимает соперника к канату и целую такую серию проводит и по корпусу, и по защите. Ну, Да, рефери убедился, что Черноградский в состоянии продолжить да, поединок. в таких боях, конечно, бывает. Прямой вновь проходит. О, двоечка сильная прошла тоже. Отсчет. Так, судья останавливает поединок ввиду явного преимущества. Ну, так и разница в классе такая большая, поэтому Ложников должен был выиграть, конечно. Ну и добился, да, собственно, победы. Очень уверенно выступил Артур Ложников. Поздравим Артура. Ну и пожелаем удачи, да, Геннадию Черноградскому в дальнейших выступлениях. Победу ввиду явного преимущества. Сегодня Ложников оказался сильнее. Артур Ложников, Новосибирская область, Республика. Сейчас мы Якутия. посмотрим, как Артур Ложников добивался своей победы в этом поединке в замедленном действии. Ринг А, 9-й Более бой. чем убедительная Победитель победа, да? поединка, судья международной категории Если в первом Алексей раунде Павлов, город Ливный, Артур Орловская область. В ринг А приглашаются не Кирилл столь Батраков, Иван Абрамов. большим преимуществом вел, да? Присматривался к молодому сопернику, пробивал когда надо. Ну и потом уже все прочувствовав, во втором раунде просто не оставил ни единого шанса оппоненту. Убедительная победа Артура Ложникова.
Вот смотрите, какие мощные вот удары, да, по корпусу и по защите. Тяжело, конечно, при таких обстоятельствах вести поединок. Вот целая серия, да, проходит. Удар за ударом. Левый боковой какой сильный. Да, дорогие друзья, сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу, после которой вернемся в Центр спортивной подготовки «Триумф». Не переключайтесь. Красном углу ринга Кирилл Локотков.